Я очень рада, что мне удалось побывать на открытии этой выставки. Не часто я бываю на таких мероприятиях, и вот, приехав в Грозный в командировку, мне удалось побывать на таком замечательном мероприятии. Сегодня мое внимание привлекла одна из картин, и мне даже удалось познакомиться с художницей, которая ее нарисовала. Было очень приятно пообщаться, услышать от нее историю создания этой картины. Меня очень тронула эта история. Почему же она привлекла мое внимание? Ну, на самом деле, на этот вопрос я, наверное, ответить не смогу. Это более какое-то такое, ну, интуитивное, что ли, что-то, то, что нельзя объяснить. Ну, просто, видимо, в ней я увидела какие-то из своих чувства, отражение каких-то своих переживаний. Именно поэтому мне захотелось подойти к ней и рассмотреть более подробно. Dedik romaseri Satahan выставки пригласительнер Тахан диккатинг гоёччуса выставча и хоккатинг является соответствующим жолlarda шууд яхта эт мотивация мотивация хуяр хоккатинг дашунгош нохчук онохо национальная форма ютун я гош височкшо мяжикё ну ой мохкан ошвой гейнер и мотивация хуяр it's cutting dash и cutting инспирация внес очень известный художник Давид Каспер то ища тематика рисовать нет и скоро выставка подготовки еще самый известный cutting это мировой и масса много тематики это Мона Лиза это Давид Каспери cutting Пикассо Да Винчи масса художники самый известный cutting голдин царах много тематик ина уже масса чахкадела так он раз гольшту и цвет сейчас мог или гунд виборина и красные художники сфера это жизнь и ночь что нету что хоскул что и это волна что и краску и такой ночь он зеленый цвет он вина красный зеленый самый контраст цвет еще هر هنس یا خانه ای هر آوت و نخچه کم دو اشتا تونگوش توق با نخچه خوخلشتو تا این خوشم это моя inspiraция behind this painting прямо пока хотим что надеюсь скоро у меня тоже будет выставка я надеюсь вам понравится. Мы с вами сегодня находимся на выставке «Между прошлым и будущим». И здесь, в этом пространстве, в Государственной галерее, представлены 3 мои работы. Это башни, традиционный пейзаж, портрет чеченской девушки Нохчио и 3 девушки уже в композиции, 3 девушки в национальных платьях. В этих работах я хотела показать красоту нашего края, во-первых, во-вторых, красоту наших украшений. Вот здесь вот более подробно показана вышивка, нагрудники, кувшины, антураж, ковры мы можем видеть на этой картине. Ну и в целом показать, какая богатая, интересная наша чеченская культура, и что мы точно не должны о ней забывать, а наоборот вшивать ее в современное искусство. Сегодня у нас отчетная итоговая выставка художников Чеченской Республики. Здесь представлены более 100 картин разного жанра, разного направления и техник. Разница между самым младшим и старшим художником 65 лет. Мы видим такую преемственность поколений и очень много разножанровых картин. Мы видим разнообразие художников Чеченской Республики. И действительно сегодня можно сказать, что в республике есть изобразительное искусство. И мы готовы дальше работать и продвигать искусство в нашем регионе. Приглашаю всех посетить галерею. Выставка продлится до 8 января 2026 года. То есть целый месяц у вас есть время прийти посмотреть. И, конечно, я думаю, что каждый найдет свою картину. Знаковое событие. Я вижу работы наших выпускников. Это Кадырова Ильяна,
Она вместе со мной делала дипломный. Ну, уже другое видение, другое пространство, цвет по композиции. Ну и много вот в этом многообразии это тебя уносит. Вот эти работы мне очень по душе. Они как бы играющие, по-детски, но там есть мысль, там есть чувство, там воспевается радость, надежда и стремление, что все будет хорошо. Здесь выставляются не только члены Союза, но и художники, не входящие в Союз, да, и даже сегодня мы здесь видим людей, ну, в том числе я, допустим, которые не имеют отношения к изобразительному искусству, но тем не менее, может быть, болеют душой, которому все это интересно, и то, что сегодня у нас есть возможность прийти, полюбоваться на такие замечательные произведения, и то, что эти произведения создаются, опять же, мне Исмаил сказал, что в основном здесь самые свежие картины, то есть люди, которые в течение этого года делали работы, сегодня выставляют, и мы воочию можем наблюдать, так сказать, даже, можно сказать, динамику, да, то, что какие у нас сейчас тенденции в изобразительном искусстве, насколько мы, может быть, я не знаю, влились в какую-то общечеловеческую какую-то повестку, да, то есть какие-то современные тренды. И то, что мы в таком не закостенели, да, какое-то в своем творчестве, а то, что мы идем много со временем, то, что мы видим эти изменения, мне кажется, они стоят очень дорогого, и я могу только от себя лишний раз порадоваться. Дорогие гости, наши друзья, коллеги, мы от депутатского корпуса приветствуем всех участников данного мероприятия. У нас, как вы знаете, этот год ознаменовался тем, что он был на федеральном уровне объявлен годом. Город Грозный был объявлен столицей, культурной столицей 2025 года. А город Грозный, и в рамках этого проекта было много мероприятий, много культурных мероприятий по искусствам разного вида, художники выставлялись, музыканты играли, спектакли ставились, много культурных объектов строилось, вводилось в строй. Действительно, то, что сегодня наша региональная организация Союз художников проводит огромную работу, вносит большой вклад в развитие в целом культуры и искусства чеченского народа, Чеченской Республики, особенно с появлением в руководстве Союза художников Исмаила, нашего друга, брата. Работа, мы видим, заметно ускорилась, много мероприятий проходит, новые имена художников появляются, новые картины появляются. Действительно, мы уже увидели, что в нашей республике много талантов в этом направлении есть, они появляются, с каждой выставкой появляются новые люди. Это действительно очень приятно. Наша земля, как и все народы, мы богаты талантами, и главное этим талантам дать дорогу, проявить себя, это самое важное. И с этой задачей наш брат Исмаил справляется, каждый раз у вас есть что-то новое, что-то интересное. И даже уже на картинах то, что нужно смотреть уже под ультрафиолетовыми лучами, уже за гранью видимого уже переходите, это тоже новое направление. Мы желаем творческих успехов, как говорил наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров, без культуры нет нации, а искусство — это большая часть общей культуры, где многие проявляют свои таланты и радуют нас, жителей, новыми красками, новыми картинами. Дай вам Бог процветания, успехов и удачи. Меня зовут Власов Олег Валентинович, я являюсь начальником первого научно-исследовательского отдела Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Нас пригласили сюда на открытие этой выставки. Я очень рад присутствовать на открытии этой выставки. Картины действительно впечатляющие. Ну и от себя лично хочу поздравить с Международным днем художника всех художников Чеченской Республики, ну и всей нашей дорогой великой России. Спасибо.